Здравствуйте. На телеканале БСТ время подвести итоги недели. В студии Елена Насырова. И вначале коротко о главном. С ними Бог и Андреевский флаг. Мы обеспечивали связь с космонавтами, запуск их. И в случае, если бы произошла авария, мы в Тихом океане должны были их отыскать. Профессиональный праздник отмечают военнослужащие и ветераны военно-морского флота. Даже уйдя в отставку, они на страже интересов страны. Предназначен для десантно-групповых, штурмовых, десантно-штурмовых групп. Дивизионы дронов на полях и роботы в коровниках. Он уже в паре работает, 2 агродрона, будет заменять опрыскиватели стандартные, зарубежные. Это уже не будущее, а настоящее. Расскажем о развитии сельского хозяйства и о планах на урожай, уборка которого уже началась. Команда 70. Среди вас видим будущих руководителей регионального уровня, муниципального уровня. Мы вас будем рекомендовать в федеральные структуры. На неделе финалисты программы «Герои Башкортостана» приступили к обучению. Ветераны СВО ныне кадровый резерв республики. Программы очень хорошо, очень сильно помогают, то есть перестроиться на мирное русло. Быстрее, выше, сильнее. На нас лежит дополнительная ответственность, потому что мы переходим на более новый уровень. Футбольный клуб Уфа, хоккейный клуб Салават Юлаев и спортсмены «Динамо» рассказали о планах на предстоящий сезон. Денег всегда не хватает, да. Всегда хотелось бы, чтобы больше их было. И, конечно, с каждым годом хочется, чтобы финансирование увеличивалось. Праздник мужества, отваги и беззаветной преданности отчизне. В последнее воскресенье июля в республике, как и по всей стране, отметили День военно-морского флота. Это дань уважения всем тем, кто стоит на страже морских рубежей России, обеспечивает боеготовность кораблей и частей ВМФ. Многие участвуют в зоне спецоперации, ну а ветераны активно помогают фронту. В Уфе, например, начали собирать боевые катера для штурмовых групп. Обо всем подробнее расскажет Артур Шамсудинов. Вот полностью катер универсальный, маломерный. Она предназначена для десантно-групповых, штурмовых, десантно-штурмовых групп. Вот. Все состоит из российского производства полностью. Ну а собрана боевая машина полностью в Башкортостане, причем не на каком-то специализированном производстве, а руками энтузиастов, конструктора, ветерана ВМФ, члена морского собрания республики. Олег Тушебаев проходил службу в начале 90-х, ушел в запас в звании старшины 2-й статьи. Специального образования по постройке катеров нет, но учимся по ходу работы. Есть у нас специалист, наш старший руководитель, вот. Он всякие нюансы нам подсказывает, говорит, что, как делать, какую технологию соблюдать, чтобы получилось именно то, к чему мы стремимся. Всей страной делаем одно общее дело, и поэтому оставаться в стороне от всех событий, не то воспитание, скажем так. В цехе делают сразу 2 вида катеров – речных и морских. Одно из отличий последних – более закрытый и обтекаемый корпус. Первые опытные образцы уже прошли испытания и показали себя с хорошей стороны. Они легкие и маневренные, что немаловажно, ремонтопригодные. В случае повреждения катер может доехать до базы и на одном двигателе, да и найти запчасти не составит никакого труда. Уже совсем скоро на этих боевых машинах военнослужащие будут выполнять задачи в зоне СВО. Больше 3 веков флот защищает Отечество, и у Башкортостана богатые морские традиции. На попечении региона есть ряд подшефных боевых судов. В их числе пограничный боевой корабль, получивший название «Уфа», и одноименная подводная лодка. И в прошлом году произошел такой случай, единственный раз в истории, что пограничный корабль «Уфа» пересек по северному пути место своего базирования, а подводная лодка «Уфа» через южный морской проход. Сейчас подводная лодка «Уфа» выполняет боевую задачу в Тихоокеанском флоте. Они вот буквально приехали с дальнего похода, 40 дней там были, а пограничный корабль «Уфа» на Камчатке. Вот этот знак вручает лично командующий флотом. Вот. И вот этот знак есть только у командиров подводных лодок. Связать свою жизнь с морем он хотел с детства. Дмитрий Хохлов – капитан 2-го ранга. Мужчина стал одним из самых молодых командиров подлодки. На эту должность его назначили в 28 лет. Несмотря на то, что он давно в отставке, в его доме все напоминает о службе и море.
Это и развивающийся над входом флаг военно-морского флота, и картины, и даже беседка, которую он называет кают-компанией. Комната для приема пищи офицерского состава называется кают-компания. И когда приглашают в столовую на обед, говорят, команда по кораблю идет, кают-компания просит. Вы также свою семью заживаете? Конечно. 3 года назад Родина вновь призвала Дмитрия Хохлова на службу. Офицер ушел в зону спецоперации, правда, уже в сухопутные войска. Во время выполнения боевой задачи был ранен и едва не потерял ногу. Сейчас ветеран СВО проходит реабилитацию и привыкает к мирной жизни в кругу своей семьи. Почти год находился в госпитале, несколько операций было, перебит седалищный нерв, нога ничего не чувствует. Сейчас я инвалид 2-й группы. Почти 1,5 года на инвалидном коляске ездил, дальше немножечко на костылях. Именно Дмитрию Хохлову в этом году выпала особая честь – возглавить традиционный парад в честь Дня ВМФ, который торжественно отметили в Уфимском парке Победы. Ветераны флота, кадеты и просто жители собрались, чтобы почтить память павших и воздать должное тем, кто и сейчас несет службу на морских рубежах. Я служил на 5-й Тихоокеанской океанографической экспедиции Тихоокеанского флота. Мы обеспечивали связь с космонавтами, запусках. И в случае, если бы произошла авария, мы в Тихом океане должны были их отыскать, поднять на борт и доставить в Владивосток. У нас на каждом корабле, кораблей было 8, кораблей первого ранга, были каюты космонавтов, были специальные команды, которые обеспечивали бы жизнедеятельность космонавтов. В общей сложности я прослужил 23 года. Из них 18 лет я служил на атомных подводных лодках. Конечно, скучаю. Сейчас уже в возрасте, скоро 70 будет, поэтому из меня какой сейчас подводник. Просто вот видите, я на такой лодке тоже служил. Из Башкортостана службу ВМФ прошли более 43 тысяч человек. Среди уроженцев республики 37 адмиралов, в том числе и герой России уфимец Константин Сурков, а также вице-адмирал Игорь Мухамедшин, действующий заместитель главкома ВМФ по вооружению, который родом из Нефтекамска. Их всех связала любовь к морю и желание служить на благо своей страны. Артур Шамсудинов, Гузель Бурханова, Булат Садриев и Иван Шабрин. Итоги недели. Лучшие из лучших на этой неделе 70 участников программы «Герои Башкортостана» приступили к обучению. С финалистами встретился и глава региона Ради Хабиров. Первый модуль из запланированных 4 стартовал в парке «Патриот». Программа рассчитана на год, после чего у действующих бойцов и ветеранов СВО появится возможность занять ведущие должности в органах власти и муниципалитетах. Кадровый проект запущен в феврале по инициативе главы республики. Это региональное продолжение федерального «Время героев». Из чего состоит обучающая программа и какие направления выбирают ее участники, расскажет наш корреспондент Алия Ильтубаева. Это не боковой прилет? Авиационная, думаю? Конечно. При штурме и отражении наступлений противника уроженец Буздякского района Рамиль Мустафин не раз рисковал жизнью. Послужной список впечатляет. От службы в сухопутных войсках до военно-морского флота. Участвовал в боевых действиях в Сирии и Крымской весне. На СВО мужчина отправился в октябре 22 года разведчиком-пулеметчиком. Во время боев за Бахмут получил серьезную травму головы и лишился ног. Реабилитировался долго, но за 9 месяцев освоил протезы и занялся спортом. За заслуги перед Родиной награжден 2 орденами мужества, медалью Суворова и орденом генерала Шаймуратова. Впереди новый этап жизни. Я патриот своей страны, патриот нашей республики. Начал учиться в программе «Герои Башкортостана» по той причине, что хочу работать с молодежью. Это основа правового государства и, безусловно, наше будущее. Наша молодежь должна знать историю, правильную историю, ту, которая делается в сегодняшнем дне. От штурмовиков до спецназовцев Родине на передовой они уже послужили, и сейчас просто сидеть дома сложа руки им не позволяет совесть. Я выбрал направление развития спорта. Второе направление – это общественная безопасность. Прийти с войны можно, а вернуться с войны нельзя. То есть война останется с человеком в любом случае навсегда, ментально, в нем, внутри. И как раз, чтобы уйти от этих моментов, такие программы очень хорошо, очень сильно помогают, то есть перестроиться на мирное русло, уже не на
уничтожения, разрушения, а на созидание. У войны есть и женское лицо. Подписав контракт осенью 23 года, за здоровьем соотечественников Алина Мананова следила с особым вниманием. Собирала аптечки, проводила поступающим в отряд инструктажи, под взрывы и свист пуль выезжала на эвакуацию раненых и сопровождала их в госпиталь. Из подвала со спартанскими условиями бойцы помогли девушке воссоздать настоящий лазарет. Побелили стены и разместили кушетки. Удостоившись ряда наград, она вернулась на родину, возглавив Центр тактической медицины. И как никто другой знает цену здоровью. Мы нужны как там, так и здесь. И очень важно здесь оказывать помощь, потому что без поддержки тыла служить очень сложно. Пройдя конкурсный отбор, все они вошли в команду 70 героев Башкортостана. Проект, на который подали заявки свыше 2000 желающих из более чем 40 регионов, стал самым востребованным в стране. Это аналог федерального «Время героев». Как не раз отмечал Ради Хабиров, перед республикой стоит важная задача – встретить соотечественников и обеспечить им комфорт. Не только трудоустроить, но и помочь психологически адаптироваться в мирной жизни. В парке «Патриот» глава региона в дружеском кругу пообщался с финалистами и ответил на все возникающие вопросы. Среди вас видим будущих руководителей регионального уровня, муниципального уровня. Мы вас будем рекомендовать в федеральные структуры. Вы можете пойти в хозяйственное общество и в коммерческие структуры. То есть, в принципе, наша задача напитать вас какими-то управленческими навыками. Что это такое? Значит, первое, это, конечно, такой общий обзор представление о государстве, о правовом устройстве государства, Республики Башкортостан, Российская Федерация. Финалисты также узнают об экономическом развитии, войдут в курс нацпроектов и соцпрограмм. Также прозвучало предложение запланировать выезды в соседние регионы, чтобы перенять лучшие практики и обменяться опытом. В парке «Патриот» участники программы будут проходить первый модуль обучения из положенных 4. Программа насыщенная, каждый день расписан по минутам. Предусмотрено и 5-разовое питание. После утренней зарядки следуют теоретические занятия и прохождение тестов. Вечер у участников свободный. Они будут собираться у костра, знакомиться, играть на музыкальных инструментах и смотреть патриотические фильмы. Прежде чем нести свою инициативу в массы, они должны учиться год. Очные лекции сменит межмодульный этап на образовательной платформе. Упор делают на укрепление сильных сторон. Параллельно начнется стажировка с наставниками. Это решение региональных и муниципальных задач уже на практике. Это, безусловно, лекции, семинары, тренинговая часть, очень интересные культурные, спортивные, творческие мероприятия. В следующий раз мы будем встречаться в октябре. Затем это весна, и закончим мы в мае-июне. К завершению они подойдут с подготовленным проектом, и наставник уже будет определять по трудоустройству. Один из кураторов региональной программы Оскар Сидиков на своем примере показал будущим управленцам, что проект рабочий. Будучи участником президентской программы «Время героев», он стажируется в администрации главы под наставничеством Радия Хабирова. В свое время военный разведчик также прошел отбор из 44 тысяч желающих со всей страны и оказался в числе 83 финалистов. Глаза у всех горят, сердце бьется, рвутся принести помощь нашей республике, нашей родине, воспитать патриотическую молодежь и, конечно же, все силы приложить для того, чтобы наш Башкортостан процветал в дальнейшем. Также стало известно, что в Уфе планируют возвести мемориал в память о погибших участниках СВО. Такие обелиски и аллеи появятся в каждом муниципалитете республики. Глава Башкортостана положительно оценил идею создания Центра психологической помощи для участников боевых действий и поддержал инициативу о кадровом продвижении их в крупных компаниях города. Герои Башкортостана – это инвестиция в будущее республики. Поддержка талантливых и инициативных военнослужащих, готовых делиться знаниями и навыками на благо региона – залог его устойчивого развития. Алия Эльтубаева, Виктор Миренков, Артур Ханов, Родион Матвеев. Итоги недели. В Башкортостане началась уборочная кампания. Техника вышла на поля с озимыми культурами. Символический старт дал глава республики Ради Хабиров на дне поля. Под Уфой собрались руководители сельхозпредприятий со всего региона. Речь шла о будущем отрасли, перспективных сортах культур, которые высажены на опытных участках, и применении цифровых технологий.
Сельское хозяйство идет рука об руку с наукой. Уже скоро на полях будут работать дивизионы агродронов, а на фермах роботы. Хозяйства активно внедряют новинки. Обо всем по порядку в следующем. Потихонечку надо молотить, чтобы потери не было. Дорог каждый колос и каждое зернышко. На этом поле озимая рожь уже скошена, теперь нужно все аккуратно подобрать. Солома сразу мульчируется, а зерна отправляются в бункер, откуда затем уже в кузов грузовика. На полях СПК имени Ленина работает 3 комбайна и 3 косилки. Урожайность порядка 30 центнеров с гектара, отмечает руководство. На подходе сразу после уборки озимой ржи, озимая пшеница на площади 500 гектаров тоже видно урожай есть. Урожайность, наверное, более 30 центнеров будет, около 40 центнеров будет. Символический старт уборочной кампании в Башкортостане дал глава республики Радий Хабиров. Причем сделал он это за рулем комбайна на совещании «День поля». В Уфимском районе собрались руководители сельхозпредприятий со всего региона. На экспериментальном поле Башкирского аграрного университета порядка 300 участков учебных посевов. Представлены все культуры, от традиционной пшеницы до перспективных сортов гороха, рапса и подсолнечника. Многое – это результат работы селекционеров самого вуза. Здесь демонстрируют устойчивость новых сортов к болезням, их урожайность. Если раньше республиканское совещание «День поля» проводили в разных районах, теперь будут только на этой площадке под Уфой. Республика последние годы радует нас своими достижениями в области сельского хозяйства, хотя все очень непросто. У нас были и потери большие, у нас были и неудачи, но тем не менее мы спокойно идем вперед. Мы и в этом году ожидаем неплохой урожай. Мы с Ильшатом Дольшем подумали, традиции мы нарушать права не имеем. Вот осенью, в День работника сельского хозяйства, мы ведущих механизаторов опять традиционно наградим и вручим. Какие автомобили мы вручим? Нивы, да, вручим? Нивы и вручим. Поэтому давайте боритесь, и чтобы лучшие механизаторы получили. В экспозиции приняли участие более 70 компаний и фирм-производителей современной сельхозтехники, средств защиты растений и агрохимии. А еще День поля – возможность рассказать и показать внедрение цифровых технологий в АПК. Главе республики продемонстрировали работу агродронов, которые уже активно используются для мониторинга состояния посевов, точечного внесения удобрений и даже выявления вредителей. Появилась возможность создавать дивизионы агродронов. Мы только на этой неделе привезли новый агродрон. Это достаточно хороший, больше 80 килограмм поднимает, где-то 15 минут летает. Он уже в паре работает 2 агродрона, будет заменять опрыскиватели стандартные, зарубежные. Это сокращение сроков обработки посевных площадей. Например, если необходимо обработать, дождь прошел, нам надо ждать, пока земля высохнет, а дрон может подняться по штилю уже хоть ночью, хоть днем. Входные ворота открываются, корова заходит в робот. Установлены датчики на наличие коровы. Инновации активно внедряются и в животноводстве. В Илишевском районе племзавод «Урожай» в скором времени запустит роботизированную ферму. Сейчас завершается монтаж первой очереди оборудования. За 1,5 часа здесь будет доиться стадо из 150 коров. А чтобы буренкам было комфортно, внутри роботизированной системы предусмотрен отсек для подачи корма. У нас установили пока монтажные работы 14 роботов установили. А так на 1200 дойных коров рассчитан 28 роботов. Так как мы первый коровник номер 1 на 600 голов построили, 14 роботов вполне справится. И как достроим второй корпус, будет установлена следующая партия 14 роботов. При выходе на полную мощность ферма будет давать 40 тонн молока ежесуточно. Таким образом, производительность всего предприятия достигнет 100 тонн в день. Доильные роботы собираются в России и делают большой спектр работы. Робот будет массировать и раздаивать каждую долю вымени, чтобы не оставалось молока, а после автоматически продезинфицирует и промоет систему. Робот будет помогать и ветеринарам следить за здоровьем каждой коровы. Датчики потока молока, датчики электропроводности. Соответственно, каждую долю вымени он видит электропроводность. На каждую долю вымени видит мастит, соответственно.
Если же увидел мастит, он его никак не может отправить в молочный танк, в основной, чистое молоко, он его будет сливать. После того, как завершилась дойка, корову ждут еще и водные процедуры. В этой ванночке будет чистая вода для того, чтобы помыть копыта. А вот следующая ванночка будет наполнена дезинфицирующим раствором. Таким образом, копыта будут всегда в чистоте, ведь от здоровья копыт зависит еще и здоровье коровы. Увеличение поголовья КРС, а следовательно и надоев, планируют еще 2 предприятия Илишевского района. На площадке хозяйства имени Куйбышева приступили к строительству 3-го коровника молочно-товарной фермы. Земляные работы уже завершаются, скоро начнется обустройство фундамента. Новую молочно-товарную ферму в Ишкарово на 1200 голов КРС намерен построить филиал АО МТС «Центральная». Запуск производства в 2027. Планируется закуп скота, подготовка дойного стада, молоко в цене, поэтому у нас зерно есть, корма есть. Большое спасибо хочется сказать нашему правительству. Это инвестиционная программа Республики Башкортостан. Это субсидия на оборудование 40%, на покупку племскота. Тем временем к экватору приблизилась кормозаготовительная компания «Сено», «Сенаж», «Силос». Цель – заготовить 1,5-годовалый запас всех видов кормов. По кормозаготовке поставлена задача нам заготовить на одну слоновую голову 35 кормовых единиц. Если по отдельности по кормам сено мы должны заготовить 14 тонн, «Сенаж» и «Силос» 78 тысяч тонн. И солома где-то 20 тысяч тонн. Что касается уборочной кампании, то на поля вышли более 4000 комбайнов. По оценке Минсельхоза региона, урожай зерновых и зернобобовых культур ожидается на уровне 3 миллионов тонн. Еще 1,5 миллиона тонн составит сахарная свекла. Не менее 600 тысяч тонн должны дать поля масличных культур. Теперь главное, чтобы погода не подвела. Эмиль Басарев, Артур Шамсудинов, Азат Ишбулатов, Артур Хуснудинов и Булат Садриев. Итоги недели. Глава Башкортостана предложил обязать недропользователей проводить рекультивацию земель. Об этом Ради Хабиров заявил на заседании Межведомственной комиссии по вопросам деятельности предприятий, занятых добычей полезных ископаемых. На встрече руководитель Роснедр Олег Казанов высоко оценил работу представителей региональной власти и надзорных структур в контроле над компаниями. Только в прошлом году в регионе выявили 130 нарушений, а 17 материалов расследования направили в федеральное ведомство с целью отозвать лицензии. На неделе эксперты облетели территорию Учелинского района на вертолете и осмотрели участки, где ранее нашли многочисленные нарушения. Обо всем по порядку расскажет Даниил Байков. Добыча минерально-сырьевых ресурсов в Башкортостане – одно из ключевых экономических направлений в регионе. Сейчас действует 642 лицензии на разработку недр. По этому показателю республика в лидерах в Приволжском федеральном округе. Такое большое количество действующих лицензий требует повышенного контроля. Поэтому было принято решение создать межведомственную комиссию по вопросам деятельности недропользователей, органов исполнительной и муниципальной власти республики, контрольно-надзорных, правоохранительных органов, ученых и общественников. Вместе нам удалось навести определенный порядок в наиболее фонящих районах. Мы жестко контролируем соблюдение условий лицензии и экологического законодательства. Уже 4 года в Башкортостане работает межведомственная комиссия по вопросам деятельности недропользователей. Общественники совместно с полицейскими, работниками прокуратуры и представителями других надзорных ведомств фиксируют случаи самовольной добычи, нарушения условий лицензии и границ участков. Только в прошлом году инспекторы Росприроднадзора в Башкортостане выявили около 130 нарушений. 17 материалов передали в Роснедра с той целью, чтобы у некоторых компаний приостановить лицензии на добычу полезных ископаемых. Нанесенный ущерб от недобросовестных недропользователей оценивают на сумму более 1,5 миллиарда рублей. Руководитель Роснедр Олег Казанов вместе с чиновниками посетил Учелинский район. Он облетел территорию и осмотрел участки компаний «Альтинвест» и «Еремель Башресурс», где ранее нашли многочисленные нарушения, что вызвало рост протестной активности местного населения. Олег Казанов высоко оценил усилия управленческой команды Башкортостана по контролю за соблюдением правил при добыче минерально-сырьевых ресурсов. Он выразил готовность помочь республике в этом вопросе. Очень квалифицированная работа идет со стороны руководства республики.
Оно объединяет все ресурсы, которые у него есть, объединяет органы исполнительной власти, контрольно-надзорные органы, и это дает свой результат, конечно. На протяжении отрезка примерно в 5-6 лет мы видим, что та ситуация, которая была, она быстро нормализуется. Представители комиссии посетили месторождение Муртыкты на востоке республики. Еще с середины 90-х годов на этом огромном пространстве рядом с деревней Ильинка в Учелинском районе начали добывать драгоценные металлы. Компания, по мнению инспекторов, работает по всем правилам. Этому недропользователю досталось очень сложное месторождение. Оно сложное с точки зрения горной, оно не очень богатое по руде. Здесь очень упорные руды. И для того, чтобы добывать такие месторождения, нужно прилагать массу усилий. Эта масса усилий прилагается. И предприятие работает эффективно, с моей точки зрения. На комбинате очищают шахтные, подотвальные и поверхностные воды. Сооружение введено еще в 2023 году. Здесь происходит закрытый цикл переработки жидкости для нужд производства. Могу сказать, что с точки зрения экологических требований законодательство предприятие выполняет все предусмотренные законом требования. Здесь вода циркулирует, так скажем, очищается механическим способом, есть фильтра. Соответственно, коллеги с Росприроднадзора внимательно надзирают и смотрят за данным предприятием на предмет соответствия требованиям законодательства. Помимо предоставления рабочих мест, комбинат активно взаимодействует с жителями 3 сельских поселений. При содействии предприятия в Учелинском районе появились несколько социальных объектов. Мы всем недропользователям, предприятиям недропользователям предлагаем заключать соглашение о социальном партнерстве. Силами недропользователя был построен сельский дом культуры в деревне Ильинка. В Сафарово они построили зал для занятия теннисом и сейчас активно их поддерживают. Но народ, конечно же, все это видит и ценит в том отношении, если предприятие не только зарабатывает, но оказывает социальную помощь населению. Говоря о деятельности всех недропользователей, Ради Хабиров предложил обязать компании проводить рекультивацию на отработанных участках земли, тем самым закреплять обязательства. К сожалению, сегодня в природоохранном законодательстве есть лазейка для недропользователей, которые не планируют проводить рекультивацию. До окончания срока лицензии такие компании намеренно банкротятся, переоформляют имущество и, по сути, исчезают. А развороченные земли остаются жителям и муниципалитетам, у которых нет средств на проведение дорогостоящих работ по рекультивации. Сейчас в регионе действует мораторий на выдачу лицензий для геологического изучения в районах Зауралья, а также на добычу рассыпного золота. Приостановка действует до 4-го квартала 2028 года. Поэтому власти призывают делать все, чтобы недропользователи не забывали относиться бережно к природе. Даниил Байков, Артур Хуснудинов, Артур Ханов. Итоги недели. На неделе столичные власти подтвердили сроки сдачи одного из самых масштабных дорожных проектов Уфы. Южные ворота откроют, как и планировалось, осенью. Уже в сентябре власти запустят движение по улице Пугачева. Сначала по 2 полосам, а в День Республики по всем 4. Самые сложные этапы пройдены. Весной после долгих судебных споров снесли последний объект, который мешал дорожникам. Власти почти завершили переустройство всех коммуникаций, сейчас готовят дорогу для укладки асфальта. Еще одно важное событие – открытие Бельского арочного моста. Движение по нему планируют запустить также в октябре 2025 года. К октябрю месяцу мы запустим движение по реконструируемому мосту арки. Но это не значит, что все работы там завершатся полностью. Значит, там останутся работы по демонтажу временного технологического моста. Полностью все работы уже будут завершены с учетом благоустройства. И все ситуации, они будут завершаться уже в 2026 году. А движение планируем открыть в этом году. К 2030 году средняя продолжительность жизни должна увеличиться до 78 лет. Об этом Ради Хабиров заявил на заседании Совета по здравоохранению при главе Башкортостана, который провели в выездном формате в новом хирургическом корпусе кардиоцентра. В этом году стартовал новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». Увеличение продолжительности жизни и оказание качественной медпомощи стали главными темами на заседании. Подробности расскажет Анастасия Чебаева.
Есть такая профессия – заставлять сердца биться. У болезней не бывает выходных, потому и у тех, кто борется с ними. Суббота. В кардиоцентр из городской больницы поступает 56-летний уфимец в тяжелом состоянии. Разрыв аорты – самый крупный сосуд в организме человека. Пациент может умереть в любой момент. В кратчайшие сроки в больнице собирают операционную бригаду. При разрывах аорты очень высокая смертность. Многие пациенты не успевают доехать до больницы. А в данном случае удалось пациента к нам привезти. Мы ему заменили участок аорты, который разорвался, и удалили ту кровь, которая излилась во внутренние органы. Подобные операции мы проводим уже не первый раз, но мы единственная клиника в Республике Башкортостан, которая оказывает подобную помощь 24/7. В новом хирургическом корпусе кардиоцентра уже выполнено 2500 операций. Что важно, теперь условия позволяют проводить такие хирургические вмешательства, которые в стране способны сделать всего в нескольких клиниках. И кардиоцентр теперь в их числе. Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности, при том, что за прошедшие 10 лет удалось достичь снижения. В республике в последние годы активно идет модернизация кардиологической службы. Создали 10 из 18 сосудистых центров, оснащенных самым современным оборудованием, обеспечили доступность высокотехнологичной помощи жителям всех наших районов и городов. Мы объединили все ФАПы, и у нас их вообще более 2000, в единую систему предупреждения и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Сейчас фельдшеры могут дистанционно передать кардиограмму из самого удаленного ФАПа, провести видеоконсультацию с уфимскими специалистами. А медицинский десант курсирует по районам в рамках проекта «Поиск здоровья». Так, к примеру, весной прошел выезд в Кушнаренковский район. Было с подозрением осмотрено 30 человек. Из них 18 человек подтвердился, а 16 на начальной стадии заболевания. Вот это даже показатель говорит о том, что людям дали жизнь, потому что онкологические патологии, они на начальной стадии лечения очень хорошо подлежат. В том числе болезни сердечно-сосудистой системы. Мы укрепили первичное звено, там сейчас и новое оборудование, новые поликлиники, новые ФАПы, которые мы строим, новые ЭКГ-аппараты, которые позволяют мгновенно передать информацию в Центр управления сердечно-сосудистыми рисками, проанализировать, если нужно, маршрутизировать пациента и, конечно, спасти жизнь. Поэтому все у нас для этого есть. Сейчас идет выпуск медицинского университета, наших колледжей. Я надеюсь, что наши уже молодые профессиональные специалисты придут в сферу и будут работать на благо здоровья жителей республики. Многое, конечно, зависит от кадров. Башкирский медуниверситет готовит врачей по программе целевого обучения. Для привлечения специалистов в отдаленные сельские территории действуют меры поддержки. Ради Хабиров поблагодарил фельдшеров, которые трудятся в районах. Часто это люди со стажем работы в несколько десятков лет. Я говорю всегда, что вот когда видишь людей, которые 30, 40, 50, подойти, обнять, поблагодарить, все награды, которые есть, им давать. Потому что здесь в Уфе квалифицированные специалисты. Если можно в одну предклинику пойти, в больницу, а где-то в Дуванском районе или там, я не знаю, единственное, кому первые они идут, они все-таки к фельдшерам идут и первые какие-то моменты снимают. Поэтому вам и в лице вас, всему фельдшерскому корпусу огромное спасибо. Глава республики вручил награды тем, кто трудится, чтобы жили другие. Из небольшого уфимского диспансера за более чем 40 лет кардиоцентр стал крупнейшей клиникой в стране в своем профиле. Вскоре после основания больницы сюда пришла работать Ирина Николаева, пройдя путь от интерна до главврача. О профессии медика мечтала с детства. У меня стоял выбор либо психология, либо кардиология. Но занялась я кардиологией, потому что по отношению к пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями психология всегда важна. И я считаю, что кардиология очень близка по своей направленности к работе с сердцем человека и с душой человека. К 2030 году продолжительность жизни, согласно новому нацпроекту, должна увеличиться до 78 лет. Модернизация медицины продолжится, и врачи не устанут повторять. Лучше предотвратить, чем лечить. И часто спасением может стать простая диспансеризация. Анастасия Ильчебаева, Артур Ханов, Родион Матвеев. Итоги недели.
В Уфе прошел брифинг с участием профессиональных спортивных клубов республики. Мероприятие провели по поручению главы Башкортостана Радия Хабирова. В числе спикеров руководители ключевых команд футбольного клуба «Уфа», хоккейного клуба «Салават Юлаев», общества «Динамо». Главной темой стали планы на будущий сезон. В числе представителей средств массовой информации были и мои коллеги. Пока одни тренируются, другие только готовятся выйти из отпуска. Футболисты Уфы уже успели провести 2 матча в новом сезоне в первой лиге. В самом разгаре трансферная кампания. Клуб покинули несколько игроков основного состава, среди которых голкипер Олег Баклов. Зато в Уфу спустя 3 года вернулся вратарь Александр Белинов. Сейчас в команде 6 новичков. Задача создать конкуренцию на каждой позиции. В ближайшее время в клубе ожидают подписания новых игроков. Будут фамилии, их называть пока преждевременно. По сути говоря, конечно, они, еще раз повторюсь, в информационном поле обозначаются. Сейчас пока не подтвердить, не опровергнуть нельзя их, потому что процесс согласования проходит в том числе от организаций, которые могут наложить вето на какие-то решения клуба. На брифинге с участием профессиональных спортивных клубов республики подняли актуальные вопросы развития массового и детско-юношеского спорта от инфраструктуры до системной подготовки резерва. Основное внимание уделили деятельности профессиональных клубов. В регионе их сейчас около 20, и все они финансируются республикой за счет бюджета и внебюджетных источников. Денег всегда не хватает, да. Всегда хотелось бы, чтобы больше их было. И, конечно, с каждым годом хочется, чтобы финансирование увеличилось. Но если бы только деньги решали бы, да, вот именно в профессиональном спорте все и в профессиональных командах, то, наверное, бы просто тогда бы работали бюджеты. У кого бюджет больше всего, тот бы сразу получал бы золотые медали. Но это же не так. Следующий сезон может стать непростым для хоккейного клуба «Салават Юлаев». 1 августа состоится общекомандный сбор. Окончательные задачи на сезон будут определены перед его началом. Бюджет республики взял на себя часть финансирования клуба. По итогам заседания правления была принята новая трансферная и зарплатная стратегия. Последние 2 года было несовпадение тех ресурсов, которые мы прилагали для выполнения задач, и финансовыми возможностями клуба. Поэтому сейчас мы работаем над тем, чтобы ликвидировать всю задолженность, которая есть у клуба. Республика в этом нам активно помогает. Также в начале августа к тренировкам приступят баскетболисты «Динамо». В прошлом сезоне уфимцы стали чемпионами России высшей лиги. В этом представлять республику будут сразу 2 коллектива. Один в Суперлиге, другой, как фармкоманда, будет играть в высшей лиге. Волейболисты «Динамо Урал» в эти дни проводят сборы в Уфе. Тренировки проходят дважды в день. Утренняя на «Динамо», вечерняя в спорткомплексе на Менделеевом. С этого сезона официальный матч чемпионата команда будет проводить во Дворце борьбы. Новый сезон – это новый вызов. То, что нам дали такой зал, это, опять же, огромный плюс. Это показывает, что в нас верят, потому что новый зал вмещает гораздо больше зрителей, то есть мы можем нести гораздо больше радости людям, большего количества. Ну и на нас лежит дополнительная ответственность, потому что мы переходим на более новый уровень в плане спортивных объектов. Заботы и работы у профессиональных клубов хватает. Впереди сезон и достижения новых спортивных вершин. Юлия Паршина, Артем Кочешев, Владислав Минязев. Итоги недели. Такой была уходящая неделя. Сразу после нас авторская рубрика моего коллеги Руслана Шарафудинова, которая расскажет о ключевых событиях в контексте своего мировосприятия. Ну а сразу после очередной выпуск программы «Республика Лайв». Ну а я с вами прощаюсь. Оставайтесь в курсе новостей вместе с телеканалом ВСТ. До свидания. Здравствуйте, в студии Руслан Шарафудинов. В эфире наша традиционная рубрика «Между нами». Мои коллеги-новостищики подробно рассказали о событиях минувшей недели. Я бы хотел остановиться на 2 моментах. Свое обещание приехать в Башкирию, данное лично Радию Хабирову, сдержал руководитель Федерального агентства Роснедра Олег Казанов. Тех самых Роснедр, которые выдают лицензию и на геологоразведку, и добычу полезных ископаемых. Вернее, добычу, как сами горняки говорят. Руководитель главного федерального госоргана в сфере недропользования и в координационном совещании принял участие, и в глубине башкирских руд побывал. И то, что он увидел у нас, его сильно впечатлило. Сам слышал.
Надо понимать, что основные полномочия по контролю и регулированию в этой сфере у федеральных органов. И основной затык в большинстве регионов – межведомственное невзаимодействие. Поэтому главное, что впечатлило высокого гостя в Башкирии, это реальные плоды работы Межведомственной комиссии республики по недропользованию, которую создал Ради Хабиров более 4 лет назад, и в которую входят все контрольные и природоохранные структуры, прежде всего федерального подчинения. За это время удалось серьезно выправить ситуацию. Добросовестным и социально ответственным недропользователям поддержка, недрохулиганам санкции. Честно говоря, реальная системная борьба с бесконтрольной добычей природных ископаемых в Башкирии началась именно с созданием межведомственной комиссии. Вот только тогда и пошли уголовные дела, миллиарды штрафов и аннулирование лицензий у таких пиратских добывающих контор, как Графская, Таналык и Альтинвест. И как главный результат, руководству республики удалось убедить Роснедра ввести до 2030 года мораторий на выдачу новых лицензий на рассыпное золото. До этого десятилетиями добытчики полезных ископаемых в Зауралье вели себя вольно и варварски, вызывая справедливое возмущение местных жителей. Башкирское Зауралье получало корешки проблем, а копатели – вершки прибыли, с которых региональная казна не имела ничего. О рекультивации после черных золотарей и речи не было. После нас хоть потоп, вот после них и оставались лунные пейзажи и отравленные реки. Некоторые из таких участков выжженной земли показали сверху и Олегу Казанову при облете с вертолета Баймакского и Учелинского районов. Будем надеяться, это осталось в прошлом. Сегодня постановка вопроса прямая. Недропользователи, кто не соблюдает законы и правила, вон с башкирской земли. В чем была основная претензия до недавнего времени к золотодобытчикам? Что они под видом геологоразведки и под ее прикрытием занимались добычей рассыпного золота или других полезных ископаемых. Сегодня в приоритете другие модели недроповедения. ООО «Салаватская», например, под видом геологоразведки в Абзелиловском районе занимается ничем иным, как геологоразведкой. Строго в границах выделенного участка и по условиям лицензии. И это предсказуемо между нами, учитывая степень общественного внимания к ним и уровень работы наблюдательного совета. Совсем недавно при участии Хабирова Путин дал долгожданный старт движению и на башкирском участке Дюртюли-Ачит федеральной автомагистрали М12 «Восток». И это отличная новость. Теперь у нас есть реальная возможность доехать на легковушке от Уфы до Москвы примерно за 10 часов. Минимум в 2 раза быстрее, чем раньше. Причем по отличному покрытию с разрешенной скоростью до 130 км в час, без светофоров, пешеходных переходов, населенных пунктов, рискованных обгонов, пробок, караванов, фур и прочих вечных нервотрепок. Я сам недавно протестировал этот автобан. Еду такое и думаю, где же подвох? Ну, не может же быть так все безупречно. До Москвы долетел, но так подвохов и не нашел. Не дорога, а просто праздник какой-то. Да, это платный участок, и стоит это удовольствие примерно 6 рублей за километр. От Дюртюлей до Москвы получится немногим более 6 тысяч. Если вы не можете себе этого позволить, то никуда не делась альтернатива. Трасса М7, которая тоже заметно изменилась в лучшую сторону. Наличие возможностей и разных вариантов – это ведь и есть первый критерий качества жизни. Главное – соблюдайте скоростной режим и берегите себя и своих близких. До свидания. С вами был Руслан Шарафутдинов и рубрика «Между нами». Все будет хорошо.